Итоги международного форума «Россия – спортивная держава», который прошел в Уфе с 17 по 19 октября, а также какие инициативы и предложения выдвигает партия ЛДПР, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Иван Сухарев. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по собственности, земельным и имущественным отношениям фракции ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами не раз встречались на полях форума «Россия – спортивная держава», который прошел в Уфе. Какие у вас впечатления? Вы, как президент Федерации настольного тенниса Республики Башкортостан, что подметили для себя? В первую очередь хотелось бы отметить следующее. Вы знаете, что проходит сейчас БРИКС у нас в Казани, у наших соседей. Огромное количество глав государств приехали, основные, я считаю, главы государств. Это и Индия у нас, и, собственно говоря, и Китай. И Эрдоган посетил. Понятно, что они пытаются сорвать, где-то там теракт совершили, на Кубе свет отключили, давление на Вучича оказали. И, конечно, президент Бразилии тоже приехал по определенным причинам, я думаю, которые надо узнавать где-то там, за океаном. Но между тем, изоляция России не удалась, и нашему президенту удалось совершить невозможное в это время. Каких-то беспрецедентных санкций, которых не было никогда в истории, даже в отношении Ирана. То есть никакой изоляции нет. И в частности форум «Россия – спортивная держава», который проходил у нас здесь, в Башкирии, также это показал. Также огромное количество иностранных гостей было. Но это были в основном представители спорта, министры спорта разных стран, которые в том числе выступали на одной сцене во Дворце борьбы. Кстати, прекрасное сооружение, несмотря на то, что дорогое, но оправдывает себя. Мы надеемся, там будут постоянно проводиться соревнования. И, конечно, на этой сцене во Дворце борьбы также выступал и президент Владимир Владимирович Путин, который оценил высоко мероприятие, которое проводилось Министерством спорта Российской Федерации, которым руководит кто? Михаил Владимирович Дегтярев. Кто это? Мой сосед по партии, как мы называем, на протяжении фактически 10 лет. Мы сидели перед Владимиром Вольфовичем Жириновским в Государственной Думе. Очень опытный человек, который прошел путь от депутата Самарской облдумы, губернской думы, до министра спорта Российской Федерации. Он сам спортсмен, мастер спорта по фехтованию. Его ученики выигрывали в том числе и международные соревнования. Он специалист, был и председателем комитета по спорту, и губернатором, и очень успешно выполнил все задачи, которые перед ним стояли. И я уверен, на своем новом рабочем месте он также выполнит все задачи. Конечно, хотелось бы обратить внимание на то, на чем сделал акцент президент, и об этом мы постоянно говорим, в том числе в стенах Государственной Думы, и в частности на одной из площадок, посвященных там, в рамках форума массовому спорту, тоже много говорилось о том, что все-таки необходимо нам как-то уравнять как минимум спорт высоких достижений с массовым спортом. Потому что массовый спорт – это охват большого количества людей. Об этом говорил президент, он говорил про доступность спорта, говорил про свою спортивную карьеру, которой бы не было, если бы такие цены были для ребят в то время в секциях. Потому что он не из очень такой семьи, не из очень обеспеченной. Поэтому его родители не могли бы позволить в современных условиях отправить его в секцию самбо и дзюдо. И, конечно, здесь мы выступаем за то, чтобы детский, в первую очередь, спорт, мы в ЛДПР, я имею в виду, был бесплатным. Это очень важно. Мы со своей стороны, конечно, поддерживаем здесь, в частности, в Башкирии, в Черниковке у нас клуб «Северный». У нас прекрасный там тренер есть, Александр Иванович, который тренирует наших ребят. Проводим там соревнования, где-то даже покупали им хоккейную форму, футбольную. Конечно, большие деньги на самом деле, у нас нет бюджета страны. Но между тем, мы даже вот здесь малую какую-то толику в развитии массового спорта в стране, в республике, в Уфе стараемся вносить. И об этом говорит президент, и там прозвучало одно из предложений на этой платформе, касающейся массового спорта, чтобы запретить у нас, нашим государственным огромным компаниям, таким как «Газпром» и так далее, финансировать клубы за свой счет.
То есть мы знаем, что за границей все клубы сами себя обеспечивают, в том числе через рекламные продукты. Вот. Ну и поговорили немножко о развитии фиджитал, так называемого спорта, который я впервые с ним столкнулся на площадке игр будущего в Казани. Это когда ребята играют в компьютерную игру, например, НХЛ или FIFA, то есть футбол либо хоккей, а потом берут реальный мяч, одевают бутсы, либо коньки, берут клюшку и играют уже в реальный хоккей или футбол. Ну и так чередуют. Действительно, тогда показалось мне странным это направление, но оказывается, оно вытягивает ребят из-за компьютеров. Пока успехи не такие серьезные, но я уверен в том, что это тоже повлияет на массовый спорт. И все-таки мы надеемся, что он будет более доступным. И в том числе наш министр Михаил Владимирович Дегтярев с его профессиональной командой, ну, я думаю, нам позволят нашим детям заниматься и сделают спорт доступным. А доступный спорт — это здоровье, это физкультура, это охват большого количества людей. А здоровые, сильные люди, сильная страна. Вот, ну, как бы такие задачи, я думаю, стоят, и я уверен, что с ними он и его команда должна справиться. Иван Константинович, у партии ЛДПР есть ряд инициатив. Давайте поговорим о самых популярных, о тех, которые, наверное, самых актуальных на сегодняшний день. В частности, индексация пенсий. Вот с таким предложением выступает партия. Индексация пенсий для работающих пенсионеров, да, это не секрет. Инициатива наша. Понятно, что где-то подхватили и другие партии, да. Но так как мы старейшая и самая, наверное, опытная партия, несмотря на мой возраст, возраст наших депутатов, и на то, что акцент и Владимир Вольфович делал, на молодежь, к сожалению, ушел от нас. И Леонид Эдуардович Слуцкий, наш председатель ныне партии ЛДПР. Вот. Несмотря на это, мы постоянно общаемся, встречаемся с людьми и понимаем, в частности, общаясь с теми же бабушками, которые торгуют на улице под дождем, а то и под снегом, какими-то продуктами, соленьями и так далее и тому подобное. Они торгуют не из-за того, что им это нравится. Они бы вместо этой торговли пошли бы в бассейн, фитнес-центр. Но, к сожалению, они лишены этой возможности в силу того, что им не позволяет их мизерный доход, извините за выражение. И, конечно, здесь, то есть вот эта инициатива, индексация пенсий для работающих пенсионеров, она была поддержана, конечно, всеми фракциями. Но идея была ЛДПР. И мы этому рады. Это в том числе, мы считаем, поспособствует возврату специалистов, в том числе в здравоохранение и, конечно, в образование, где так нам не хватает наших старых, проверенных кадров, учителей и врачей, которые бы могли передать свой бесценный жизненный опыт, в том числе молодому поколению. Ну и, конечно, индексация пенсий, она, конечно, не успевает за ростом цен. Мы можем, конечно, декларировать инфляцию 4,5%, ипотеку какую-то льготную, которая льготной не была, а тем более сейчас не является льготной. Но между тем, мы все видим, что рост цен на продукты, в частности, я об этом говорил и на дебатах, что рост цен составляет 30%. Ну, собственно говоря, вернитесь назад немножко. Все это можно посмотреть и в интернете, какие цены были на молоко, на колбасу. Ну и мы видим прекрасно, как повышаются цены, причем так по чуть-чуть повышаются на топливо у нас. А это цена в каждом куске мыла, в каждой буханке хлеба. И, конечно, ложится на кого? На конечного потребителя, то есть на наших граждан. И это недопустимо. Мы об этом знаем, постоянно говорим, ну и дальше будем продолжать свою работу, чтобы все-таки хотя бы индексация, она каким-то образом равнялась реальной инфляции, и чтобы человек, приходя в магазин, не удивлялся. То есть подняли ему чуть-чуть пенсию на 4,5%, а цены увеличились на 30%. Ну не угонишься, да? Мы это видим и по коммунальным платежам, которые изменились очень существенно. Если 10 лет назад, встречаясь с людьми, я видел, что они отдавали 1/3 своего дохода на оплату коммунальных платежей, сейчас как минимум 2/3, а то и больше.
Это недопустимо, конечно. С этим надо бороться. Вчера у нас был Хуснуллин Марат Шакирзянович, Файзуллин, министр энергетики. Тоже обсуждали вопросы. Мы знаем, что и у нас здесь, в Башкирии, были проблемы, когда люди замерзали. Плохой опыт был в Подмосковье в прошлом году. И во избежание этих проблем как раз вот собирались вчера на базе Государственной Думы под руководством Вячеслава Викторовича Володина, обсуждали все эти проблемы. Ну и, конечно, сети обсуждали. Там, конечно, хвалили Татарстан очень сильно. Но как куратор Татарстана я могу сказать, что проблемы с сетями существуют и там. Здесь у нас в канализации нашли велосипед, там скамейку нашли. Как они туда ее затолкали, честно говоря, до сих пор люди не понимают. Вот. И, конечно, большой проблемой является проблема с сетями, когда на старые сети сажают вот эти новые дома, а то и целые кварталы, извините. А как вот с этим бороться? Ну, надо инфраструктуру сначала подготавливать, новые сети. Но это все в обсуждении. Понятно, что есть большое желание возложить это все на застройщика, конечно. Но опять же, это все ляжет в итоге на нашего конечного потребителя, то есть на покупателей квартир. А мы понимаем, что с учетом учетной ставки Центробанка, которую сейчас собираются опять поднять, спасибо нашей землячке Эльвире Сахибзадовне, вот. Но это не она, конечно, в целом обстановка диктует. Но опять же, то есть огромное количество критики, в том числе и со стороны Министерства финансов, получает у нас Центробанк. Вот. Понятно, что там объяснения определенные есть, но они не устраивают, наверное, ни одну парламентскую партию. Но если уж Министерство финансов эта позиция не устраивает. Но однако мы должны же находить какой-то баланс. Можно протестовать, что-то говорить, но надо конструктивно критиковать. И, конечно, это поднятие этой учетной ставки также негативно скажется на и так уже нельготной давно ипотеке и на покупательской способности наших граждан, в том числе в отношении недвижимости. Ну и еще такой момент, конечно, о котором говорят, то есть это ИЖС развитие, то есть, ну, там, в принципе, сети такие централизованные, в принципе, и не нужны. Многие те ребята, которые строят индивидуальный жилой дом, они, как правило, бурят скважину, у них шамбо, ну, вернее, современный септик, извините, стоит, который не приносит никакого вреда для экологии. Ну, так построен пол Подмосковья. Поэтому, ну, вот здесь, наверное, будущее. Плюс ко всему, это возможность поесть экологически чистых продуктов собственного огорода. Иван Константинович, очень объемно вы сегодня отвечали на вопросы. Я даже не все заготовленные вопросы успела вам задать, но я думаю, что мы сможем это сделать во время следующего эфира. Да, хорошо. Спасибо огромное. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.